17 июня на календаре, день недели вторник. Это для нас, якутян, еще и сокращенная рабочая неделя. Мы вновь рады всех приветствовать в эфире телеканала Якутия-24. Утро Якутии вместе с нами встречайте утро. И сегодня вместе с вами утро встречаем. По-прежнему Павел Танин, я и Дарья Анкехова наконец-то вернулась. Господи, как же мы тебя заждались-то уже наконец-то посвежевшая, похорошевшая, отдохнувшая. Спасибо большое. Доброе утро, Республика. Доброе утро, дорогой телеканал. Ну и, как всегда, конечно, очень приятно встречать утро в компании нашей программы. Я думаю, сегодня наша команда подготовила интереснейший эфир, полезные советы, интересные гости, ну и, конечно, актуальные темы для обсуждений. Поэтому в ближайший час оставайтесь с нами, и я думаю, утро это будет таким бодрящим. Да, действительно, но тем не менее сегодняшний день ознаменован одним таким масштабным, важным, крупным, не знаю, как еще подчеркнуть важность этого события. Действительно, событие сегодня одно произойдет, а именно сегодня в Якутск, в столицу нашей республики, совершит рабочую поездку президент страны Владимир Путин. Действительно, это важная поездка, и сегодня состоится. В рамках поездки у президента будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей Республики Саха-Якутия. Глава государства уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализациям программ «Земский доктор», «Земский учитель», а также «Муравьев-Амурский 2030». Общение с участниками этих программ, а также с деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке, стоит отдельным пунктом рабочей поездки. Кроме того, запланирована рабочая встреча с главой республики. Это уже 8-й визит главы государства в Якутию. Ранее Владимир Путин посещал нашу республику 7 раз соответственно. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что ожидает нас сегодня за окном, потому что, немножко погодка все-таки играет. Обещали нам синоптики небольшое похолодание. Пришло ли оно, будет ли оно сегодня? Давайте послушаем. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 7 градусов. В заречной группе 12-16 выше 0. В южных 5-7 градусов тепла. В Вилюйской группе 7-10, в Нижнеленских 6-9. В западных до плюс 9. В Колымендигирской группе улусов 15-23 градуса со знаком плюс, в Янских 13-15. На северо-западе 3-8 выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно облачно. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 21 градуса. Но не похолодало, Паш. 21, очень такая оптимальная температура. Не холодно, не жарко. Но это дневная, все-таки ночная, мне кажется, чуть пониже будет, потому что даже утром сегодня, добираясь до студии, было прохладно. Я почти замерз. Такое лето, как говорится, такое лето. Тем не менее, начнем наш эфир мы, как всегда, с добрых новостей. Все знаем, пословицу «Мир не без добрых людей», и этому вообще есть множество различных доказательств. Семейная пара из Анапы, Елена Чистова и Михаил Уткин, спасли слепого енота по имени Славик, которого бывший хозяин при переезде выбросил на улицу. У енота нелегкая судьба, ведь он слепой на 2 глаза. Один глаз Славика травмирован собаками, на второй енот ослеп от длительного нахождения в темноте. Но, несмотря на пережитые трудности, животное быстро социализировалось и оказалось дружелюбным. Приемная мама енота Елена отметила, что енотов, животных очень сложно содержать в домашних условиях, поэтому, не справившись, люди выбрасывают их на улицу. Спасение таких животных и занимается семейная пара. Кроме Славика, в приюте живут еще 35 енотов из разных городов России. От кого-то отказались сами хозяева, а кого-то семейная пара спасла из дикой природы. Замечательно, да? Добрая новость, почему бы нет? Люди, видишь, как делают добрые дела, плюсики карме, так сказать. И, собственно, наверное, им это все просто дважды подумайте, если вы возьмете себе домашним животным енота. Ну, а о других новостях сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут. У них новости, конечно, посерьезнее будут. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу.
Около 2000 участников специальной военной операции из Якутии получили медицинскую помощь в условиях стационара, амбулаторно, а также психологическую и психиатрическую помощь. 6 апреля этого года запущен обширный медосмотр участников СВО. Пройти его можно в поликлиниках республики в каждую субботу недели. На сегодняшний день его прошли 226 человек. Со 2 марта текущего года в городе Докучаевск, ДНР, посменно работает бригада якутских врачей. Круглосуточно консультируются экстренные пациенты в приемном отделении, курируются все пациенты в хирургическом отделении, из которых около 50% бойцы СВО. С начала работы в городе Докучаевск проведено более 200 операций. Так, офтальмологи провели 60 операций в городе Докучаевск и 460 операций в городе Кировское. Травматологи и хирурги более 150 операций. Якутские врачи оказывают не только практическую помощь для населения города Докучаевск, но и активно делятся своим опытом со специалистами Центральной городской больницы. В дни проведения эссе Холонхо в Амге для перевозки гостей и участников праздника привлекут 14 паромов. Транспортные средства будут обеспечены пропусками для проезда на паром вне очереди. На автомобильной дороге Амга идут работы по выравниванию дорожного полотна. С 18 июня на дороге ограничено движение грузового транспорта. В селе Майя оборудуют мобильный пункт весового контроля. Также обеспечит обеспыливание. В месте проведения эссе Холонхо у нас будут организованы 4 маршрута, временных маршрута автобусных, которые будут курсировать внутри села Амга на бесплатной основе. Могут население, гости ездить к месту проведения эссе, от места размещения до места проведения эссе Холонхо. В Ленском районе отметили эссех. Традиционно праздник прошел в селе Беченче. Этот день выдался теплым. В Наслек приехали гости из столицы республики, официальные лица. Все они были в ярких национальных костюмах. Была организована интересная и обширная программа. Соревнования по различным видам спорта. Хапсагай, стрельба из лука, масс-рестлинг и национальные прыжки. Также провели обряд алгыс, гости исполнили танец осохой. Творческие коллективы представили яркие выступления. Испокон веков старшее поколение передает молодым бесценные знания наших предков, накопленные тысячелетиями, прививая их культуре, традициям и, самое главное, духовно-нравственному развитию. Пусть высшие силы АИ нас всех оберегают. Здоровья и благополучия. Мы продолжаем наш утренний эфир. Это «Утро Якутии». И вновь с вами Павел Танин и Дарья Анкехова. Да, с 22 июня по 13 октября этого года в Национальном художественном музее начинает работу выставка «Время мамонта», где можно узнать о далеком прошлом нашего северного края и знакомиться с интересными археологическими находками, собранными за время раскопок и экспедиций по Якутии и ее окрестностям. Сегодня у нас в гостях Влада Тимофеева, генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Влада Владиславовна, вопрос сразу, да, в концепции вот этой выставки в чем заключается? Мы поняли, что будут какие-то экспонаты из разряда археологических находок, наверное, в принципе, в вопросе логично, мамонта, да, самое логичное, но тем не менее, может, это еще интересно. Да, вот необычность этого проекта заключается в том, что мы палеонтологические находки показываем в контексте современного изобразительного искусства Якутии. И когда два предмета рядом находятся, рождается третий. Это новые смыслы. Микс. Да, такой вот уникальный, интересный выставочный квест ждет наших жителей Якутии. Дело в том, что Якутия – это уникальная территория, связанная с такими брендами, как холод, мамонт и многое другое. Но перед нами, перед музеем, стоит, конечно, задача сделать брендом республики наш музей. Вот, чтобы приезжали на Ленские столбы и обязательно в художественный музей. Поэтому мы обращаемся вот к циклу таких выставок, как бы используя уже известные всем жителям бренды Якутии и раскручивая их на фоне изобразительного искусства Якутии, раскрывая абсолютно уникальные истории. Например, как возникает миф о быке холода Чисхани. Вот эта легенда, да, связана с тем, что когда-то этносы, проживающие на территории Якутии, находили уникальные бивни мамонта, да, и у них возникали вопросы, да, и рождается этот миф.
А как возникает искусство косторезной Якутии? Это же тоже благодаря Отдельная история. вот этим находкам, бивню мамонта, у нас рождается вот это самобытное, интересное очень искусство. То есть на самом деле выставка, она очень многослойная. Каждый зал открывает новый угол зрения на вроде бы известные для всех нас темы и вещи. А вот какие экспонаты, может быть, особенно интересные могут быть? Ну да, у меня сразу вот, Посетителям. допустим, вот примерно о том, что вы рассказали, у меня картинка такая. Либо будет лежать вот экспонат, ну Да, кость, к примеру, да, 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 да. бивень Да, мамонта, да. да, а рядом будет картина. И как-то они должны будут взаимодействовать. Или все-таки все будет выглядеть иначе? Ну, вы немножко угадали. На самом деле, когда мы планировали эту выставку, мы примерно так и представляли. Но когда начинается работа конкретная с материалом, то, конечно, вот с одной стороны углубление, оно дает такое расширение, да, картины мира вообще на нашу Якутию. Как не уникально, но у нас суперэкспонатами становится, например, ювелирное искусство современных наших художников, которые используют рисунки наскальной живописи в ювелирных изделиях. Или, например, те же самые гравюры, живопись, да, изображающие мифологических животных. Например, в одном зале раскрывается тема уникального озера Лабынкыр с легендой о чудовище, которое живет в этом озере. Вот как возникла эта легенда, в связи с чем? И я хочу сказать, что мы привыкли, возможно, в наш век информации приходить и поглощать эту информацию. Наша выставка задает вопросы. Оно мотивирует человека, посетителя, на дальнейшее углубление своих знаний в области, различных областях мифологии, палеонтологии, изобразительного искусства и так далее. То есть, как Паша уже сказал, такой очень интересный микс будет всего, да? Безусловно. То есть, а для какого все-таки слоя населения, да? Все-таки это больше для взрослого поколения, либо для молодежи? Подобная выставка будет интересна? Это первый вопрос. И как долго она продлится? Так, ну, на самом деле эта выставка будет интересна всем. Она рассчитана как и на гостей Якутии, которые, безусловно, прибудут на наши праздники, например, ЭСЭК, на Игры Дети Азии, и они погрузятся в вот эту самобытную культуру, да, нашей республики. Конечно, эта выставка будет интересна семейному посетителю, потому что здесь и взрослый человек, да, скажем, со своим багажом знаний, да, очень нового откроет для себя. Ну и ребенок, естественно, будет увлеченно изучать, скажем, мифологию, скажем, палеонтологию, да, ну и искусство Якутии. Там, кстати, будут интерактивные зоны для детей, как вы, наверное, замечаете, мы часто используем. Будет серьезная образовательная программа на этой выставке с квест-играми, специально для подрастающего поколения. Ну, вот эта выставка, получается, такой в момент, да, межотраслевого взаимодействия, скажем так, и понятно, что вышли немножко за рамки именно Национальный художественный музей, за рамки художества вышли. А с какими трудностями при создании выставки столкнулись? На самом деле мы за рамки свои не совсем и выходим, да, потому что сейчас коллаборация науки и искусства очень актуальна, и мы как бы актуализируем друг друга. С одной стороны, актуализируем науку, и на этот предмет не только специалисты могут, да, посмотреть, но и просто широкий, да, зритель, который, возможно, никогда даже не задумывался, поинтересоваться палеонтологией и исследователями наших ученых. С другой стороны, понимаете, мы заново, получается, актуализируем наше наследие, искусство Якутии. Вот это самая важная задача этой выставки. Ну и я хочу поблагодарить, конечно, Академию наук за то, что они абсолютно безвозмездно предоставили уникальные палеонтологические экспонаты. И на самом деле они не так часто показываются гостям, жителям республики. И здесь появляется такая возможность прийти буквально в центр города и познакомиться с этими уникальными находками. Спасибо большое, Лада Владиславовна, что посетили наш утренний эфир. Я думаю, эта выставка найдет отклик, да, в сердцах многих гостей и жителей нашей республики. Да. Ну и, собственно, я думаю, полезную информацию получат многие. Спасибо за приглашение. Спасибо.
Мы продолжаем, несмотря на то, что мамонты считаются вымершими животными, и сегодня человек вряд ли сумеет встретиться лицом к лицу с этими слоновыми. Интересные факты их существования до сих пор удивляют нас. Перейдем к интересным фактам, но уже из мира здоровья. Так, в прошлом году ученые медицинского центра одного из университетов в Нидерландах проанализировали данные о здоровье более 85 тысяч человек и сделали выводы, что занятия спортом в период с 8 до 11 утра оказались гораздо эффективнее для защиты сердца, нежели вечерние. Меньше чем через час уже так наступит 8 утра по нашему времени, да, и если вы хотите заниматься по заветам нидерландских ученых и максимальной пользой для сердца, то сейчас мы вам покажем упражнения, идеальные для этого времени суток. Доброе утро! Сегодня мы с вами немножечко потянемся. Этот комплекс можно выполнять как и утром перед работой, так и в течение дня, если вы находитесь на работе, которая малоподвижна. Итак, начнем. Постановка ног широкая, носки смотрят в стороны. Мы будем уходить в прогиб и подниматься вверх через круглую спинку. Таких у нас будет 3 повтора. На вдохе прогиб и на выдохе вверх. Еще раз прогиб и вверх. Далее остаемся в этом же положении и будем тянуть плечевой пояс. Противоход. Плечо уходит в противоположную сторону. По 2 раза на каждую сторону. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Далее уходим в центр. Ножки разводим чуть шире и уводим себя в нижнюю точку, обхватив голеностоп. Начинаем тянуть спину в самую нижнюю точку, уводя все больше корпус назад. Добавляем пружинки. 3, 2, 1. И уводим ручки назад, добавляем тем самым растяжение. 3, 2, 1. Далее подъем с прямыми руками и прямой спиной. Собираем ножки вместе. У нас будет хват левой руки, и мы уходим в сторону. Тянем. 3, 2, 1. Уходим в диагональ, подкручиваем таз, разводим лопатки в стороны и тянем мышцы спины. 3, 2, 1. И снова в стороны. 3, 2, 1. Выросли в верхнюю точку. Смена хвата. И все то же самое на другую сторону. 3, 2, 1. И в диагональ. Плечи опущены, лопатки разведены в стороны, таз подкручен. 3, 2, 1. И снова в сторону. 3, 2, 1. Вверх. Ручки уводим в стороны. Динамичное движение кистью. Растягиваем кисть. Ручки в замок. Раскрыли грудной отдел. Подняли ручки в замке. И поворот. Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Закончили аккуратно, без рывков. Опускаем плечи вниз, расслабляем руки. Далее у нас с вами остается вдох и выдох. Выдох. И снова вдох. И выдох. И третий благодарственный вдох. И выдох. Собрали ручки, собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем плодотворного дня. Занимайтесь спортом и берегите свое здоровье.
Ну а еще один повод заниматься утром — это, конечно же, то, что утром человек, в принципе, более продуктивен, чем в послеобеденное время. Сюда же в копилку народная мудрость: кто рано встает, тому Бог дает. Существует и даже литература, которая, как заявлено, может помочь сделать утро настолько продуктивным, что это позволит изменить жизнь в лучшую сторону. О такой книге расскажет рубрика «Книжная полка». Доброе утро! И сегодня в рубрике «Книжная полка» мы с вами обсудим книгу, которая называется «Магия утра для всей семьи. Как выявить лучшее в себе и своих детях». Автор Хэл Элрод при участии Хонори Кордер. Эта книга предназначена для родителей, поклонников метода книги «Магия утра». Действительно ли первый час после пробуждения способен изменить нашу жизнь кардинально, или громкие обещания автора – это пустой звук? Хэл Элрод – всемирно известный оратор, один из ведущих дикторов США, автор многих бестселлеров, а также просто счастливый человек, который вдохновляет своим успехом множество людей по всему миру. Метод, который он разработал и описал в этой книге, называется «Чудесное утро». По словам автора, этот метод способен преобразить жизнь любого человека за короткий срок. Суть этого метода заключается в ежедневном выполнении утренних ритуалов, которые помогают настроиться на продуктивный день и помогают постепенно изменить наше с вами мышление. В метод «Чудесное утро» вошли такие практики, как дыхание, тишина, визуализация, аффирмации, физические упражнения, чтение и ведение дневника. Их выполнение не требует никаких значительных усилий и не вызывает никаких сложностей. По мнению автора, выделяя хотя бы немножечко времени на свое самосовершенствование, человек становится более дисциплинированным, обретает ясность ума и лучше может сконцентрироваться на своих целях и задачах. Одним словом, с каждым днем становится немного лучше. Также в этой книге автор рассказывает о том, как подстроить под себя этот метод, сделать его более доступным, комфортным и легко исполнимым для того, чтобы самосовершенствование не превратить в какую-то пытку. А для особо занятых автор предлагает более упрощенный вариант этого метода, всего 6 минут вместо 1 часа. Я думаю, ознакомившись с этой книгой, вы поймете идею пользы раннего подъема. Приятного чтения! Знаешь, Паш, по мне так утро, вот ранний подъем, сборы на работу, школа, детский сад – это некая такая паника в первую очередь, потому что не понимаешь, где кто, где что лежит, куда кто идет, ну и своеобразного рода стресс. Ты же дома просыпаешься, ты же знаешь, что у тебя дома. Или ты не дома просыпаешься? Нет, у меня просто, когда ты вскакиваешь в 4:30 утра под будильник, ты начинаешь первым делом что делать? Паниковать. А который час? А правильно ли будильник? В общем, это все время такое хаотичное состояние. У меня лично, да, я смотрю просто время, смотрю, сколько. То есть я проспал или не проспал? 2 состояния. Все можно, век современных технологий, а все программы — это же логика, и можно все в логические шаблоны уместить. Ты смотришь, проспал, не проспал, и вот все твои действия можно как бы делать «да», «нет». 1-0. Ну а вообще, Паша, так, поэтому я не сильно с утра как говорят стрессую. психологи, впадать в панику – это, как оказалось, полезно. По их мнению, систематическое стремление избегать паники, как и постоянное стремление держать себя в руках, являются источником сильного стресса. Поэтому, если хочешь впасть в панику, лучше впадай. Ну вот такая логика. И вот тут я скажу, что я это делаю, но я делаю это не утром, а перед тем, как ложиться спать накануне, потому что, ой, кажется, не усну и просплю все. Кстати говоря, почему мы заговорили за панику? Потому что 18 июня отмечается Международный день паники. Вот такой вот интересный праздник. Идеальный день, чтобы в панику впасть, вот по советам как бы психологов. Так сказать, если можете поехать покричать на дерево, можете на нас покричать. Да, о чем мы вам сделали? Едьте на дерево, покричите, если хотите впасть в панику. Но вообще давайте узнаем о других датах сегодняшнего дня. На календаре 18 июня. Сегодня Международный день паники, День службы военных сообщений Вооруженных сил России. По народному календарю Дорофеев день. На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – воробьиные. Также в этот день расцветает сон-трава или прострел. Этот день в истории. В
В 1815 году английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. В 1880 году в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1889 году в этот день запатентована детская коляска. В 1932 году принято решение о создании Международной федерации баскетбола. А в 1937 году начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс, Ванкувер. В этот день родились Иван Гончаров, русский писатель, Владимир Образцов, российский советский ученый в области транспорта, академик, Эдуард Даладье, французский политический деятель, премьер-министр Франции в 30-х годах, Виталий Гальданский, советский ученый, академик, Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы «Битлз». Именины сегодня отмечают Гаврил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр и Федор. И мы продолжаем наш утренний эфир. И теперь пришло время узнать очередные тонкости и секреты русского языка. На очереди наша постоянная рубрика «Говорим правильно». И сегодня мы поговорим с вами об ударениях. Доброе утро, дорогие телезрители! Когда мы говорим с вами о сложностях русского ударения, то может возникнуть ошибочное впечатление, что вот такие трудности могут быть в словах иностранных, в словах книжных. Например, каталог, квартал, феномен или аналог. Но это не соответствует действительности. Многие обычные слова, которые мы с вами употребляем каждый день, тоже могут доставлять нам неудобства. Например, таким словом может быть слово «цепочка». Дело в том, что в этом слове ударение падает всегда на середину слова, на звук «о». Но мы с вами помним, что не всегда нам бывает просто запомнить ударение, и на помощь нам приходят стишки-запоминалки. Вот и у слова «цепочка» есть такой стишок-запоминалка. Очень любят дочки, брошки и цепочки. Хотите знать больше? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». И давайте говорить правильно. Всего доброго! 1 июня этого года в истории космических перевозок произошло необычное событие. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» доставил на Международную космическую станцию не только необходимые припасы и оборудование, но и особенный груз – куклу Кындыкан. Она является этническим символом, продвигающим культуру, традиции и языки коренных малочисленных народов Севера и Арктики. Подробнее об этом событии мы сегодня поговорим с руководителем творческого объединения «Кындыкан» Илан Поповой. Илан, доброе утро. Ну, давайте сразу покажем, как выглядит эта красавица. Да, здесь запасной космонавт, ее сестренка. Вот, ну а пока наша Кындыкан, она сейчас бороздит прямо сейчас космические просторы. Угу. Как появился такой проект, какие основные цели его, да, и вообще с чего вдруг вы решили отправить такую красавицу в космос? Именно связанные с космосом. Да. Да? Но вообще в целом Кындыкан — это космическая история, потому что мы стартовали 12 апреля 2021 года. Вот, и все было связано с космосом. Тогда я сама являлась участником, потенциальным кандидатом на полет на Луну. Вот, и это стало таким как бы актом, наверное, манифестом, что, потому что Кындыкан как проект — это смелая мечта, которая реализовалась вот в такие масштабы благодаря многим, да, вот именно вовлечению многих людей. И здесь вот мы хотели отправить Кындыкан как символ именно того, что невозможно это вдохновение, и мечты не все сбываются. А, собственно, куклу назвали также Кындыкан. Вообще, как история создания интересна? Ну, Кындыкан — это имя моей прабабушки. В целом вы тоже являетесь участниками нашего всего движения, да? Не раз как бы тоже непосредственно принимали участие. Кындыкан, как я уже сказала, и смелая идея, она стала, вот реализовалось такое творческое объединение в масштабы, да? Вот. И за эти 3 года мы реализовались как креативная экосистема, объединенная одним символом. Кындыкан — все, что мы делаем, чтобы она стала этносимволом, таким узнаваемым персонажем, который через себя олицетворяет Север, Арктику и нашу Якутию, всех коренных жителей.
А вот сама вот кукла именно как предмет, скажем так, как она появилась, вот мне интересен материал, то есть вроде Да, бы... это работал уже... над созданием, да. Куколку выполнила наша знаменитая мастерица Харчана Долс. Это уже не первый экземпляр, а первый экземпляр выполнил в 2021 году. У нас было несколько таких попыток. В этом году, 12 апреля, дети Академии Кандыкан этно-акробатической хореографии нашей обратились к космонавтам нашей страны, да, чтобы взяли в космос их любимого персонажа, потому что Кандыкан для них является талисманом. Вот. И Роскосмос ответил, и очень все случилось с космической скоростью. Кандыкан уже 30 мая вылетела, а 1 июня уже... Да, мы сейчас видели фотофакты, да, подтверждение того, что Кандыкан, она все-таки в космосе, да, с нашими космонавтами, в невесомости. А по прилету, что ждет отважную героиню, да, будет ли продолжение этой истории, вернется ли она на родину? Да, история продолжается. Также мы сейчас ждем, помимо фотографий, видеообращение, которое будет обращено к участникам игр «Дети Азии». А также персонаж Кандыкан сейчас у нас подписано с Министерством образования соглашение о использовании этого символа для детских образовательных проектов. И у нас соглашение с Центром лаборатории цифровых трансформаций. Вот, там уже этот персонаж будет использоваться на федеральном уровне. То есть у нее большое будущее. Да. Хорошо, а вот еще один вопрос. У нас мы знаем о таком ярком событии, да, буквально перед вылетом Кандыкан в космос, да, у нас появилась на свет девочка, которую назвали именем Кандыкан. То есть мы еще и такое видим продолжение этой истории всей, да, космической. И за эти 3 года это действительно самое большое событие, потому что появилась первая девочка, названная, нареченная Кандыкан, в семье многодетной молодой Корякина. Кандыкан Спиридоновна родилась в мае, тоже практически перед полетом. Вот. Мы присутствовали на выпуске. На выпуске это 4-й ребенок в многодетной семье. Сейчас они проживают в Оленевском районе, а так они сами родом из Булунского. Вот, на самом деле, вот во всей этой истории, начинающейся с 2021 года, да, вот очень много всякого символизма происходит. Вот, потому что благословение предков, без этого никак. Потому что проект этот не случайен, и это не было таким моментом, что вдруг я проснулась и такая, а давайте я сделаю свою прародительницу, да, там, какой-то знаменитой. Здесь именно все связано с нашим... Я еще всю нашу беседу на куклу смотрю, потому что прям мне нравится, прям скафандр. Можете подержать. А будет ли в продажах подобная куколка? Потому что, мне кажется, многие сейчас приезжие гости захотят приобрести такую вот девочку. Такой скафандр классный. Да, сейчас мы вместе с нашими народными мастерицами, с общественной организацией «Северянка», с нашими молодыми художниками изготавливаем копии нашей куколки. Будут они в продаже. Да. Здорово. Мы знаем, что еще один у вас был творческий проект. Это вы создали клип Кандыкан, да? Да, он это тоже что-то космический. уникальное, тоже космическое. Да, клип на песню Кинджи. Она поется на ивенкийском языке, сигундер. Вот, он полностью связан тоже с космосом. Здесь клип создан с помощью нейросети, но здесь большой человеческий труд, потому что обрабатывать это все нужно пока вручную. Но у нас выработан такой метод, потому что его открыл талантливый режиссер Петр Хики. И вот полностью над этим клипом мы трудились целый год. Вот. Было очень много изменений, и здесь отражение именно тоже связано с космосом, космологией, потому что у всех северных народов космос — это не просто что-то, да, космос — это целое мировоззрение, это целая такая глубина такого как бы мироощущения. И вот здесь как раз поется об этом, и здесь также использованы стихи поэта-оленевода Михаила Колесова из Эвено-Батантайского района, а перевод на ивенкийский язык сделан Андреем Исаковым, главным редактором портала «Илген». То есть можно восхититься, да, и в космосе, и в творчестве, и в песнях, и книги выходили с Кандыкан, чего только не было, и мультики были. Была сказана ключевая фраза «экосистема», потому что уже во всех направлениях. Целая вселенная. Да. Ну, это здорово, на самом деле, и мне кажется, вообще, я как минимум могу зацепиться только уже за космос, потому что я сам вот люблю вот это все связано, ну, больше, конечно, с научной точки зрения, то есть именно космонавтика как таковая, но вот опять я смог
грубо говоря, я прикоснулся опять к космосу. Мой день сегодня пройдет, наверное, просто замечательно. За это уже можно сказать А спасибо. ближайший план это, я думаю, что ваша, значит, экосистема, она все больше и больше развивается и приумножается, все ваши дела. Есть ли какие-то планы ближайшие? Конечно, покорить мир. Ну а как мы покорим, чтобы она стала этносимволом, узнаваемым, что вы ее знали на планете? Сейчас у нас самое основное направление это гейм-направление. Мы объединились с самыми лучшими разработчиками здесь, в Якутии, сильнейшими по всему миру. Это выходцы из Майтоны, из Фантастика. Да? Ребята знают, как сделать игру и видят свое будущее именно в Якутии. И поэтому у нас сейчас уже начальные этапы по игре КНДК. О, скоро и игра появится. Да. Мы ждем с нетерпением. Илан, спасибо вам большое. Мы желаем вам творческого вдохновения, побольше гениальных идей, креативных людей рядом. И, собственно, для того, чтобы Кандыкан все-таки жила и продолжалась эта история на протяжении долгих лет. Спасибо. Спасибо большое. Вот, ну, как здорово, что в Якутии создаются новые проекты, пусть даже вот мы сейчас про нейросеть говорили, нейросеть тоже это развитие, это прогресс. В любом случае, идеи режиссера, художника, огромной команды в целом воплощаются в жизнь. Фильмы снимаются в разных жанрах, они заставляют зрителей смеяться или плакать, задумываться или мечтать, менять себя и окружающий мир к лучшему. Известным киногероям подражают. Поэтому воспитательная роль кинематографа больше, чем может показаться. На месте актеров попробовали себя воспитанники детского сада номер 45 «Земляничка». Авторскую сказку «Дух леса» посвятили году детства в Якутии и году семьи в России. Подробности далее. А кто у нас пишет? Сценарист! Воспитанники детского сада номер 45 «Земляничка» знают о профессиях кино и телевидения не понаслышке. В течение года ребята занимались в кружке детской киностудии «Первый кадр». В 2019-м детский сад стал ресурсным центром сетевого инновационного объединения «5 шагов от игры к науке». В рамках этого организованы дополнительные кружки. Это у нас работает мультстудия, арт-студия «Радужный песок» и киностудия «Первый кадр». В течение года у нас выходили земляничные новости, в которых снимались сами дети и рассказывали о той деятельности, которая проходит у нас в детском саду. И в конце года у нас получился такой совместный проект. Это театральная студия «Сказочный остров», который у нас действует, и «Первый кадр» киностудия. Они совместно решили снять фильм по авторской сказке. Авторство принадлежит музыкальному руководителю, по совместительству руководителю кружка «Первый кадр» Ирине Николаевне Сергеевой. Идея вообще зародилась, написание именно такого сценария, да, нашей сказки «Дух леса». Ну, хотелось что-то показать, какой-то колорит нашей культуры. Потом научить детей, чтобы эта сказка была еще и обучающая какая-то, учила детей добру, бережному отношению к природе, бережному отношению друг к другу, взаимопомощи, выручки. Чтобы сказка стала полноценной, киностудия объединилась с театральной. Так проект стал итоговой работой за прошедший год. Задействовали мы, конечно, всех ребят, всех с наших киностудий и театральной студии. Старались захватить больше, чтобы все поучаствовали, никого не оставили в сторонке. И съемки у нас проходили в нашем детском саду, в наших стенах, так сказать. Было очень тяжеловато работать, конечно, с детками. Для них это впервые, и для нас в основном. Но мы старались, и дети очень хорошо себя показали с лучшей стороны. На протяжении года ребята учились держаться перед камерой. И если вначале им свойственно было быть зажатыми и скованными, то сегодня можно наблюдать большую динамику. Легко и непринужденно они чувствуют себя и при нашей съемочной группе. Я играл в роль мальчика. Так, мальчик что делал? Играл в машинки. Еще? Пошел в лес. И? Он встретил дедушку, и дедушка помог ему выбраться из леса. А какую роль ты исполнял вот в фильме вашем? Олень северный. Как скачет зайчик? Покажи-ка нам. А какие у тебя были действия? Что ты должна была делать, как старшая дочь? Ходить по лесу. Еще? Еще я кушала ладушки вкусы. Что в фильме тебе больше всего запомнилось?
запомнилось, как упало деревья, и другие засмеялись. Сниматься понравилось? Да. Еще что понравилось? Что ты запомнил больше всего? Зайца Зайца. и волка. Мне больше всего понравилось, как я заметала следы оленя. Вы что, соблудились? Да, помоги нам. Кино как вид художественной культуры в силу своей массовости остается одним из важнейших средств выражения национальной идеи и воспитания молодого поколения. Потому в планах детского сада продолжать подобную работу. Катерина Винокурова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а сейчас самое время передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Мобильные доктора продолжают оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Намского района. Сегодня очередная группа врачей Республиканского центра мобильных бригад в составе 10 врачей узких направленностей выехали в Намский улус. Врачи оказывают первичную медицинскую помощь населению. Они будут работать до 21 июня. Также стоматологическая бригада отправилась в Булунский район. На 8-е международные игры «Дети Азии» в Якутске ожидается приезд 24 команд из зарубежных стран и 5 регионов Российской Федерации. Всего ожидается около 3000 участников. Самые большие команды едут из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Белоруссии. Все спортсмены будут проживать в спортивной деревне на территории кампуса СВФУ. По объектам будет налажено передвижение по шаттловой системе. По линии обеспечения перевода мы тесно сотрудничаем с нашим Северо-Восточным федеральным университетом и совместно с дирекцией мы подписали договор о переводческом обслуживании игр. Подобраны переводчики-атташе, переводчики на объектах и переводчики официальных мероприятий. Команда Белоруссии будет одной из самых крупных на предстоящих играх «Дети Азии». Белорусские баскетболисты уже готовятся к соревнованиям в Якутске. Сборная впервые примет участие в играх. В настоящее время участники проходят учебно-тренировочный сбор. Так, в баскетболе 3х3 представят одна мужская и одна женская команды. Турнир игр «Дети Азии» пройдет с 27 июня по 2 июля этого года на Комсомольской площади Якутска. В сокровищнице Якутии представили именной алмаз памяти первого президента республики Михаила Николаева. Мероприятие также приурочено к 75-летию алмаз-добычи в Якутии. Крупный кристалл несет название «Президент Михаил Николаев». Он был добыт 14 декабря 2001 года на фабрике Айхальского горно-обогатительного комбината, который на сегодняшний день является лидером по добыче алмазов среди других комбинатов компании «Алроса». Вес драгоценного камня составляет 78,51 карата. Традиция идет с давних пор, как началась добыча алмазов. Тогда еще Якут-Трес алмаз основал такую добрую традицию редким крупным кристаллам присваивать имена. И одним из этих назван наш увековеченное имя нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. А это совместный проект «Алроса» и нашего учреждения, государственного учреждения для охраны Республики Саха-Якутия. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Пандемия 21 века. Так все чаще называют аутизм. А все большему количеству детей ставят подобный диагноз, и не только детям, но и взрослым. Причем очень часто это бывают вполне успешные, состоявшиеся люди, математики, музыканты. Говорят, очень много аутистов есть и среди программистов.
Так что же это такое? Болезнь или вариант нормы? Мы поговорим об этом сегодня с директором автономной некоммерческой организации реабилитации и поддержки детей и взрослых трудоспособного возраста с ментальными нарушениями Снегири Айталиной Рихлясовой. Айталина, здравствуйте. Доброе утро. Вот. Ну, вообще, что есть такое, да, аутизм? Каковы причины этого? Ну, можно ли вообще назвать это заболеванием, в принципе-то? Аутизм вообще это заболевание нервной системы, проявлением которой является качественное нарушение взаимодействия с окружающими, да, получается. Это не норма, это заболевание, и является... Человек не может коммуницировать с другими людьми, да, с другими людьми. У него стереотипное поведение получается и замкнутость. Но это вы называете сейчас основные симптомы аутизма у детей, правильно? Да. А у взрослого это также проявляется или совершенно другие? У взрослого могут быть какие-нибудь черты, но я не медицинский работник, я не могу по этому поводу, да, четко ответить, поэтому я думаю, что там у него есть какие-нибудь проявления аутизма, да, зацикленность на чем-нибудь или такие вот формы. Вообще, собственно, говорят же, да, где-то я читал такую интересную мысль, что, в принципе, есть понятие симптомы аутичного спектра. То есть и каждому человеку нет, да, они присущи абсолютно каждому в нашем мире. Действительно ли это так? Ну, я тоже думаю, что так, да. У каждого человека есть свои особенности. Ну, а как вот понять, что все-таки уже необходимо бить в колокола, да, и, собственно, обращаться к специалистам, если все-таки это касаемо детей? Можно наблюдать за ребенком уже с 2 месяцев и смотреть на его реакцию на внешний мир, да, на родителей, на маму и папу, как он пытается привлечь их внимание, или этого, если нету, то надо уже бить тревогу, обращаться, пока наблюдать, потом обращаться к специалистам, к педиатрам и далее уже проходить диагностику. А как правильно выстраивать общение с ребенком, у которого аутизм, и вообще сможет ли он, допустим, может ли он посещать в школу, детский сад, вот обычную? Да, ведь многие родители, столкнувшись с таким диагнозом, в первое время это, конечно, отрицание. Нет, это ничего страшного, пусть идет в обыкновенную школу. Как вы считаете, должна быть специализированная школа и какое-то определенное отношение к ребенку или нет? Есть такое отношение, и маленький процент, небольшой процент, да, детей могут обучаться в обычной школе, если, смотря от тяжести заболевания ребенка и от профессиональных педагогов, да, получается, если это ресурсный класс или инклюзивный какой-то, у него есть индивидуальная программа, и от ребенка очень тоже много зависит. И в основном все равно 90% детей, они с тяжелыми множественными заболеваниями. Им будет сложно, да? Да, им нужна коррекционная программа, индивидуальная, чтобы они обучались под этой программой. Вот раньше, допустим, лет 30, может быть, назад, может побольше, может чуть меньше, считалось, что, в принципе, аутизм — это достаточно такое редкое заболевание. Теперь же нет, говорят, что вообще, да, некоторые люди и не догадываются о том, что, да, у них аутизм, живут нормальной абсолютно жизнью и не замечают никаких симптомов. Вот почему растет количество заболеваний? Я точно не могу сказать, почему растет, но сейчас поменялась диагностика выявления, да, и стали уже по-другому ставить диагнозы. Раньше, если все было умственно осталось, там шизофрения, там разной степени, да, сейчас в основном уже расширилась диагностика, поэтому ставят больше аутизм и расстройство аутистического спектра ставят. То есть не увеличилось количество заболеваний, а просто улучшилось и расширилось способы диагностики. Возможно, и увеличилось, потому что много факторов влияет на это. Ну а вообще, как вы считаете, общество сегодня толерантно к особенным детям? На вашей практике? Последние годы, я думаю, что да, становится лучше. И к этому все равно усилия придают не только родители, да, и специалисты, которые занимаются с этими детьми, но и государство. И у государства у нас есть программы, да, дошкольного образования, школьного, и еще через Минтруд, Минобр, там
Да, сейчас от государства идет поддержка. Ну и ваше предприятие яркий тому пример, да. Еще раз напомним, что вы являетесь директором, да, организации реабилитации и поддержки детей и взрослых трудоспособного возраста с ментальными нарушениями. Вот можно поподробнее о вашей деятельности, да. Кому и как вы помогаете? Нашей организации исполнилось 2 года в этом году. Нашу организацию учредил «Особый ребенок», реабилитационный центр «Особый ребенок». Особому ребенку в этом году 11 лет исполнилось, и особым ребенком занимаются дети дошкольного возраста, школьного, и так как дети у нас растут, и надо заниматься дальше, и программу подготавливать к ним, поэтому она создала нашу организацию. У нас занимаются дети от 14 лет и старше, 18+, трудоспособного возраста, да, молодые люди. Мы занимаемся бытовыми навыками, социализацией и подготавливаем их к более самостоятельной жизни, чтобы они не попали в психоневрологические диспансеры, чтобы они жили в сопровождении, да. И жили обыкновенной жизнью, да, собственно. Да. Вот мы видим сейчас фотографии, да, ваших воспитанников, да. Да, и, ну и вопрос такой, вот ладно, есть организации, в том числе ваши, ну, много организаций подобного рода, а вот само общество, да, и что может сегодня сделать, да, чтобы жизнь таких людей, она стала комфортнее действительно? Больше информированности нужно, да, и чтобы люди относились более лояльно, да, к поведению нашим детям. Например, я сама как мама, как родитель могу сказать, если у меня ребенок на улице плачет или что-то у него там случилось, не надо резко реагировать, да, я попрошу, чтобы более-менее так, да, спокойнее относились, потому что у него может быть разные причины. То есть нужно быть в современном мире. Мир и так у нас, да, стремительно развивается, и так очень много стресса и паники, поэтому нужно быть более спокойнее, да, и относиться к каким-то мелочам, ну, как с какой-то уверенностью и, значит, с поддержкой, наверное, друг друга. Вообще, в принципе, надо всегда с пониманием относиться к другим людям. Мне кажется, это база воспитания, ну, правильного воспитания и правильного, хорошего тона. Айталина, спасибо большое за то, что сегодня вот окунули нас немного хотя бы, да, в мир, ну, такого серьезного заболевания, как аутизм. Мы надеемся, конечно, что детей, да, с подобным заболеванием будет все меньше и меньше, но взрослые смогут все-таки побороть такой недуг с помощью хороших специалистов, которые есть в нашей республике. Спасибо. Ну, а в жизни каждого человека бывают моменты, когда приходится, несмотря на усталость и страх, боль и сложности, идти добиваться своих целей. Но есть люди, ежедневный девиз которых — выстоять, победить, собрать воедино всю силу духа, терпение и упорство и не дать болезни или жизненным трудностям взять над собой верх. Сейчас мы вам расскажем историю о невероятной девушке по имени Виталина Бурцева, на судьбу которой выпало немало проблем и препятствий. Но именно эти проблемы научили ее главному в этой жизни — быть счастливой. Эта история не про человеческое несчастье, не про жалость, а про железную волю и огромную любовь к жизни. Глядя на Виталину Бурцеву, первое, на что падает взгляд, это ее добродушные глаза и красивая улыбка. С первого взгляда даже не замечаешь, что у девушки бионический протез правого предплечья. В 2015 году у меня была электротравма, несчастный случай, и 3 месяца я лежала в ожоговом отделении. В 2015 году в декабре вышла из больницы, и тогда еще у меня рука не ампутированная была. Я так ходила лет 5, и в 2021 году в ноябре в Питере мне сделали ампутацию. Несмотря на жизненные трудности, сильная духом девушка решила не сдаваться и идти вперед, несмотря ни на что. Травма ей не мешает жить полноценной жизнью, работать, заниматься спортом, а протез с микропроцессорным управлением, который Виталина выиграла в конкурсе по моторике, ей в этом помогает. Бионический протез, который функционирует при сгибании и разгибании мышц. У него 8 жестов. По функциональности протез практически заменяет ей руку. Он позволяет девушке выполнять повседневные задачи, например, печатать на клавиатуре или держать ручку. Пока другие придумывают себе оправдания, Виталина просто берет и делает. С 2018 года девушка профессионально занимается спортом и даже заняла 1-е место в Якутии и 3-е место в России в соревнованиях по толканию ядра.
Этот вид спорта требует от спортсменов не только силы, но и координации, баланса, а главное техники. Каждый день Виталина посвящает тренировкам и не собирается останавливаться на достигнутом. Я продолжаю жить, продолжаю заниматься. Я себя чувствую как обычный человек, не чувствую себя инвалидом. История Виталины действительно завораживает и в очередной раз доказывает, что для человека не существует преград, если он силен духом и не готов пасовать перед жизненными трудностями. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Замечательный сюжет, да, можно действительно восхититься силой духа такой молодой, очень хрупкой девушки. Но я думаю, именно благодаря этой силе у нее будет замечательная жизнь, все у нее впереди. И мы очень рады, что у нас есть такие героини для сюжета, потому что действительно это яркий пример для того, чтобы все-таки не унывать и идти и радоваться жизни. Вот, кстати, по поводу примера, живое подтверждение. У меня мой товарищ работал некогда в организации дополнительного образования, у них там были в том числе инклюзивные классы. Я как-то спрашивал, то есть это вот вся история с инклюзией только начиналась и так далее. Говорю, как вообще, как вот отношения родителей, детей? И говорит, вообще классно, потому что дети, у которых, со здоровьем все в порядке и так далее, они смотрят на своих товарищей, у которых, какие-то проблемы, смотрят, как они всегда вот с приподнятым духом преодолевают какие-то препятствия, достигают цели и думают, что я-то как бы тем более смогу это все сделать. То есть такие люди, они наоборот заряжают нас уверенностью в себе и мыслями о том, что все преграды только в нашей голове. Да. Но я думаю, вот на такой именно позитивной сегодня доброй, мотивирующей ноте мы завершим наш утренний эфир. Напоминаем вам, дорогие друзья, что у нас есть активный телеграм-канал, где вы можете посмотреть повторы наших сюжетов, да. А также вы можете задать свои вопросы, отправить, возможно, тему, на которую вы бы хотели, да, чтобы пришли наши гости на утренний эфир. В общем, все у вас будет хорошо, если попадете в наш телеграм-канал. Мы вам желаем отличного дня. Завтра вновь увидимся и встретим завтрашний день. До встречи.